В Якутске жило разное население. Жили русские, жили якуты, жили немцы на русской службе. Хотелось бы первоначальное место острога найти. Ну да. Он до сих пор его не найден. Традиция письма на бересте, зародившись в раннем Средневековье, она просуществовала до 20 века. Надо читать, а не за лопату браться. Надо работать мозгами, а не лопатой. Всегда ждать берестяные грамоты, всегда готовиться к их находкам. Наверное, поэтому мы и нашли. Творческие люди. Якутяне о культуре. Всем салют, меня зовут Максим, и с вами подкаст «Творческие люди». Мы приглашаем интересных людей со всей Якутии, ученых, писателей, тех, кто занимается искусством, и говорим с ними на темы, которые вечны и которые актуальны сейчас. Вот как раз если речь идет о вечных темах, конечно, хочется поговорить об археологии, поговорить с человеком, который знает, что такое археология и как ей заниматься. У нас в гостях известный российский археолог, автор научных статей, сотрудник научно-производственной организации «Северная археология-1» Иван Фролов. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. И сразу хочется броситься в бой. Иван, я знаю, что в прошлом году, летом в Якутске, были обнаружены уникальные берестяные грамоты. И скажите, пожалуйста, как открытие это стало доступным и насколько важно это открытие? Ну, опять же, подчеркну, что это открытие не лично мое, а экспедиция. Экспедиция состоит из специалистов, простых рабочих. И, конечно, грамоту находит человек, который стоит на лопате, прежде всего. Но не всегда он может познать, что он нашел. И находки, конечно, дальше сортируются лаборантами, специалистами, археологами. И наша задача организовать работу, моя прежде всего задача, организовать работу таким образом, чтобы подобные находки, они не летели в отвал, чтобы они попадали как раз в фокус внимания и в конечном итоге оказывались в музее и в фокусе публикаций научных. Что касается важности этой находки, при раскопках разных памятников каждый археолог ищет ту или иную находку, характерную именно для этой культуры. Для культурного слоя русских городов в целом, конечно, самой желанной находкой является найти письменные источники на бересте, берестяные грамоты. Первая такая грамота была найдена в 1951 году в Новгороде. Сейчас их известно порядка 1300. И до прошлого года всего было известно 3 грамоты, написанные чернилами. 2 происходили из Новгорода Великого, 1 из раскопок Московского Кремля. И только в прошлом году на территории Якутского Кремля или Якутского острога были найдены 11 фрагментов чернильных берестяных грамот. То есть можете сравнить. До сих пор было известно 3, а к ним добавилось 11. Что еще важно понимать, что самые ранние грамоты берестяные, они относятся к раннему Средневековью, X веку, XI веку. Наибольшее их количество относится к XIV-XV веку. В XVI веке как раз появляются чернильные грамоты, и в целом количество грамот на бересте уменьшается. Это связано с распространением бумаги. И считалось, что именно XVI век – это такой рубеж использования бересты. Но с началом раскопок сибирских городов, Мангазеи, Енисейска, Березово, грамоты были найдены и в сибирских городах. И они уже датировались 17 веком. Наша находка самая поздняя. Это начало 18 века, это 1712-1715 годы, то есть время правления Петра I. Это еще и первые берестяные грамоты в Дальневосточном федеральном округе. И в этих грамотах в том числе упоминаются другие остроги и города северо-востока России. В частности, Камчатские остроги, это Архангельский Алюторский острог, Нижнекамчатский острог, что говорит о том, что береста продолжала использоваться на Дальнем Востоке и в XVIII веке ввиду высокого дефицита бумаги. Бумагу просто не успевали подвозить. Но надо сказать, что в этнографии берестяные книги доживают до конца 19-го, начала 20 века. Известна хорошая коллекция палеографическая староверческих книг с реки Кейм, это Томская область. И в Томском архиве хранятся книги берестяные 1890-1930-х годов. То есть это говорит о том, что традиция письма на бересте
зародившись в раннем Средневековье, она просуществовала до 20 века без перерыва. И дольше всего она сохранялась в Сибири и на Дальнем Востоке. То есть, если я правильно понимаю, уникальность данных берестяных грамот, которые были обнаружены на территории Якутского острога, в том, что, во-первых, они расширили время, когда сохранялись берестяные грамоты до там, 16 до 18 века, да, и это было связано с тем, что логистика была не самая хорошая для бумаги, да, береста была, и использовали чернила. А до чернил, вот когда были берестяные грамоты, что использовали? Использовали писало. Это металлические или костяные палочки, заостренные с одной стороны и имеющие лопаточку с другой. Буквально тексты процарапывали, Мгм. продавливали по бересте. Вот. А начиная с 16 века стали использовать в том числе и чернила. Мгм. Каким образом, вот как вы как археолог поняли или где-то узнали, что вот надо именно в этом месте делать раскопки? Не, ну в этом месте надо делать раскопки, не мы узнали. Начнем с того, что информация о том, что на этом месте был Якутский Кремль, Мгм. ну, как минимум четвертый, известна давно, и Так. здесь мы первооткрывателями не были. Есть процедура в законе, когда объекты археологии ставятся на государственный учет и охрану. И выявлением и постановкой на государственный учет и охрану Якутского острога занимались местные археологи, а именно Екатерина Строгова. Мгм. Вот Екатерина Строгова и Елена Соловьева, они работали в районе Свято-Троицкого кафедрального монастыря. Вот, в частности, они накладывали исторические планы на ситуацию современную, делали там шурфы. И в 2013-2014 годах на этой территории был выявлен культурный слой и государственный орган охраны. Сейчас это управление охраны объектов культурного наследия Республики Саха-Якутия. А в 2016 году издал приказ о постановке на государственный учет и охрану. Мгм. И в связи с тем, что этот земельный участок, где мы ведем работы, он находится в частной собственности, и там предполагается строительство, был разработан раздел по обеспечению сохранности, опять же, местными археологами Виктором Дьяконовым, который предусматривал проведение полномасштабных спасательных археологических раскопок. Вот. И уже к нашей компании обратились для производства этих работ, и мы в прошлом году начали эти работы вести. А почему именно руковожу я, не только я, но и Георгий Петрович Визгалов, мой директор и соавтор этого открытия, потому что мы с ним специализируемся на археологии городов. В частности, Визгалов руководил раскопками не только в Якутске, он руководил на Нижнеколымском Стадухинском остроге, который тоже находится на территории Якутии, и коллекция эта хранится в том же музее, куда мы сдаем эти находки. То есть для нашей организации территория Якутии не является как бы новой для работы. Мы здесь работаем с 2008 года. Вы предполагали, когда приступали к раскопкам, что будет найдено столько грамот и в таком состоянии? Мы никогда не знаем, что мы найдем. Если бы мы знали, что мы найдем, наверное, копать было бы не надо. И мы копаем, иногда ты можешь вообще ничего не найти. Может оказаться, что все было уничтожено, повреждено, и до завершения работы ты этого никогда не узнаешь. Что касается ожидания берестяных грамот, ну, конкретно в этом месте, наверное, нет, ожидания такого не было. Мгм. Но, с другой стороны, нас учили еще со студенческих лет, ведя работы на культурном слое города, всегда ждать берестяные грамоты, всегда готовиться к их находкам. Наверное, поэтому мы и нашли, что мы всегда к ним готовимся. Вот. Но в целом находка, конечно, неожиданная, приятная. А вот то, что они хорошо сохранились, тоже поясните мне и далеким от археологии людям, связано с мерзлотой или с чем она связана? Конечно, это связано с вечной мерзлотой. Конечно, это связано с вечной мерзлотой, хотя бы потому, что в Якутске только относительно недавно стали строить высотно-этажное строительство. До этого все дома строили в целом без фундаментов, Мгм. как бы поверхностные. Благодаря этому культурный слой в Якутске сохранился много где, не только в этом месте, конечно. Вот, и в Залоге, и в других районах города культурный слой еще большей мощности имеет. И там тоже наверняка много всего интересного. Вот. Ну да, сохранился благодаря мерзлоте. Но вот вам, как филологу, будет интересно, что, конечно, берестяные грамоты не только как физический объект представляют интерес, но и как памятник русской письменности. Да. Потому что там встречаются, ну, во-первых,
способ употребления с тех или иных слов, имена встречаются. Сокращения географические какие-то названия. могут Там быть. очень много сокращений. Одно мы так до сих пор даже не расшифровали. Вот пытаемся понять, что это за сокращение. Да, совершенно верно. Потом там есть сочетание нового исчисления, потому что летоисчисление принято уже по Петровскому стилю от Рождества Христова, а запись еще по старому стилю, то есть не циферная, а буквенная запись числовая. Надо же. Вот, поэтому, то есть А даже с с чем это точки... было связано, интересно? Сейчас связано с традицией, потому что государевы люди не могут не выполнить государев указ. Мгм. Это дело производства. Да, еще особенность в том, что большинство берестяных грамот, которые находятся, это бытовая переписка, это частные люди. А у нас документы дело производства. Вообще это уникально еще и с точки зрения содержательной. Вот. Еще одна уникальность в том, что наши 10 из 11 находок представляют собой обрывки одного документа, и это листы книги. То есть, если обычно грамота – это отдельный документ, то у нас это листы книги. Книга учета какая-то, да? Да, книга учета – это книга о учете ясачного сбора. Потому что я видел, Да. что там слово «соболь» часто было Соболь, использовано. лиса, взято, чаще всего взято. И там. датированное причем. Они датированы, за какой год взято. Это Там очень- с такого-то человека за такой год столько-то взято, Наверное, за такой очень год круто, то тоже. когда датированный документ находится. Ну, да? много всего. И что брали, и сколько на кого, чему равен соболь или лисица, например, Мгм. посмотреть, с кого сколько взято. То есть здесь очень и экономический момент есть. Опять же скажу, что география, то есть охват с каких территорий. Там есть имена людей, упоминаются, то есть какие имена у местного ясачного населения было в XVIII веке вот по этим документам. То есть не так часто расширяется корпус письменных источников прошлого. Уже кажется, что все документы, которые могли сохраниться, они сохранились, они известны, они в архиве. Скорее, мы их сейчас утрачиваем в результате пожаров, там, затоплений. Или недолжного там Ну, ухода. по разным, да, разных совершенно причинам, скорее мы их утрачиваем. Мгм. А обретать новые документы, то есть это с точки зрения языка, филологии. Чудо. Поэтому это, наверное, все-таки И мультидисциплинарно. раскопки продолжаются, насколько я знаю, да? На И том же месте. мы ждем новых грамот. Есть? Желание есть, как бы вероятность... Надежда есть, вероятно. Конечно, вероятность есть, раз уж нашли тему. Может быть, страницы вот этой книги еще будут дальше, да? Может и нет. А она как? Вот мне просто интересно. Она упала, застряла где-то, или ее прятали? Вы Вот как? прямо вам еще фамилию назвать, того, кто ее писал. Нет, ну просто как? Она порвана. Она не упала, она порвана. Рядом мы нашли развал печи. Есть предположение, что это готовили растопку для печи. А. Вот. Версии, почему это произошло, есть разные. Одна версия, что в Москву отправляли такие документы, отписки на бумаге, а черновые записи вели на бересте для себя. И поэтому есть вероятность найти копию этого Копия. документа в Российском государственном архиве древних Еще актов. интереснее. оказывается, Может, да, может, нет. Вот. И второй момент. Может, копия не сохранилась. Следующий момент. Такие книги могли пострадать от мышей. Соответственно, их тоже могли утилизировать. Да. Либо могли за ветхостью и старостью там, спустя там, 20 лет, например, там, их порвать и пустить на растопку. То есть причин, по которым пошли на уничтожение этого документа, а это сознать там прямо нам удалось реконструировать эту страницу, вот готовится публикация на эту тему, да, по цифровое моделирование листа ясачной книги. Вот немножко подробнее про эту публикацию. Начнем с того, что уже по результатам прошлых раскопок издано 3 научных статьи, и 3 находятся на рецензировании. То есть в ближайшее время будет 6 научных публикаций, посвященных... Это ваковские или Ваковские, и ваковские, скопусовские. Одна вот скопусовская на редактировании, ваковская вышла. Чудесно. Поэтому разные. Одна сейчас международный симпозиум, готовим тезисы. Но в свободном доступе человек может ознакомиться Да, с этим? конечно, пожалуйста, они на Елабрире, они в вашей библиотеке есть. В Киберленинке, может быть. В Киберленинке, скорее всего, они уже выложены. То есть, да, конечно, любой по запросу может их найти, прочитать. И мы еще в прошлом году, когда готовили первую публикацию, обратили внимание о том, что обрывки складываются, да, в страницу, а после того, как нашли
аналоги вот старообрядческой библиотеки, что там прямо формат листа совпадает, Мгм. подшивка. Это нашло подтверждение в этнографических уже поздних материалах Мгм. о том, что аналоги есть более поздние. Соответственно, вот Аналоги где были найдены? аналоги, я уже сказал, это река Кемь, они хранятся в Томском университете архиве, в Новосибирске в академическом архиве. Там есть такая называемая заимочная библиотека, Мгм. заимочная староверческая библиотека, старообрядческая книги. Они датируются от 16 века до 1970-х. В эту коллекцию входит более 100 экземпляров берестяных книг. Мгм. Но основная их масса – это 1890-е, 1930-е, то есть более поздние. Но для нас важно, что есть аналогия того, что мы Очень, да, нашли да. здесь. Вот, то есть с точки зрения археологии уникальный случай, с точки зрения сибирской палеографии это подтверждение более раннего использования таких вещей. Да, да. Для То науки есть очень важно, что было подтверждение, что есть непрерывность. непрерывность, Непрерывность традиции. Да, Да, мы говорим да. о непрерывности традиции. Да. Сохранение ее на территории Сибири и Дальнего Востока. Я еще читал, что Зашиверск, по-моему, да, там что-то было тоже. Шиверс город, да. найден. Вот если говорить, то что археологически на территории Якутии, как памятники археологии, есть два города. Это культурный слой города Якутска и, собственно, Зашиверск. Но Мгм. Зашиверск археологически не изучался там с 50-х, 60-х годов. Вот как Окладников его покопал Почему? со Щепковым. Ну, во-первых, труднодоступность. Ну да. Это главный момент. Второй момент – это наличие финансирования. То есть, кто будет финансировать? Современные работы стоят очень дорого. Мгм. И чтобы финансировать серьезные научные исследования, даже на небольшой площади, вот, здесь главный источник будет просто транспорт. Транспорт и питание. Забросить туда отряд даже 15 человек, это Ну понятно, да. туда просто так не съездишь. А уж чтобы съездить поработать там, на 2 месяца, например, это большие средства. А что-то нужны. было там найдено вот в те времена, когда Там не изучалось? просто было найдено, там было найдено, разобрано, вывезено в Новосибирск и сейчас стоит. То есть там была найдена проезжая башня, Мгм. вот, найдена, церковь сохранилась Мгм. подлинная, вот, реплики есть в музее «Дружба», воссозданы по Мгм. обмерам, а оригиналы, пожалуйста, в музее Академгородка Новосибирска подлинные предметы, А какие-то архитектура. письменные документы вот подобного По-моему, уровня? там нет, там больше архитектурная археология была, Они но они не- вглубь и не копали, Вот. они занимались исследованием архитектуры. Может быть, ваш взгляд туда направлен в Ну, перспективе? наш взгляд, что значит наш взгляд? Сейчас, по-моему, в перспективе взгляд всех археологов направлен на культурный слой. На мой взгляд, больше берестяных грамот должно быть в посадской части города Так, Якутска. Так. Поэтому здесь важнее скорее другая работа. Здесь Мгм. важнее работа увеличения площадей археологических раскопок в самом Якутске. Вот, что даст больше, чтобы... Ну и нужно больше людей для Да, этого. даже не больше людей. Надо, чтобы большее количество застройщиков шло так же, как наш заказчик, на производство археологических работ. Мгм. И чтобы сам город был заинтересован в том, чтобы перед строительством, перед тем, как застроить, отвести земельные участки, особенно в исторической части, Мгм. проводить Как там следует. исследования. Да, Если да. этого не будет, тут хоть куда обращай А взор. сколько, наверное, домов стоит буквально Я об этом, на весь сокровищах? залог, возьмите весь залог, пожалуйста. Весь залог, вот вся деревянная застройка. Это там культурный слой больше 2 метров. Вот здесь у нас такой уникальный высокоточный аппарат, который помогал оцифровывать эти берестяные грамоты. Скажите, насколько сегодня технология, цифровизация помогает археологам? Да, она всем помогает. Начнем, даже она не нам помогает. Она помогает всем остальным ученым получить доступ к этим изображениям. Потому что сами берестяные грамоты – это очень, как сказать, тонкий предмет, который Мгм, очень легко утратить. Утратить его не только физический материал, а ультрафиолет уничтожает чернила. То есть каждое извлечение этой грамоты на свет Божий Убивает его её. уничтожает. Да, да. Поэтому каждый раз там достать, чтобы там ту или иную букву прочитать, конечно, этого не будет. То есть все хранится в сейфе, и даже мы там каждые 5 минут туда не лазаем. И не будем этого делать. Поэтому цифровые копии дают доступ Да, к этим да. предметам. Во-вторых, они дают возможность цифровой манипуляции. Одно дело складывать пазл из живых грамот, другое дело Что работать... тоже их ломает немножечко. Дело не да? только в этом. Дело в том, что в процессе их усушки происходит усадка материала, они уменьшаются в объеме. Ага. Поэтому за счет того, что грамоты в разное время найдены, по-разному Ну да. изменились в размере, вы их физически не состыкуете.
А цифровую модель вы можете масштабировать, Мгм. каждую в отдельности собирать. Вот. Ну а потом есть вещь, вот здесь мы работали с вашей библиотекой в видимом спектре, а в будущем мы планируем поработать в инфракрасном и ультрафиолетовых спектрах. Такая Так. работа с теми грамотами проведена, но в другом месте, на другом оборудовании. Ну, вот Что это вроде- дает еще? Это дает, как вам сказать, что мы фотографируем в видимом спектре, то есть то, что видит глаз. Дело в том, что Чернила. Ага. ну, вообще, да, и не только чернила, сам фон. И поскольку предметы все равно древние, там что-то просто не читается. То есть мы не можем это рассмотреть ни при каком увеличении. А ультрафиолет и инфракрасный, он позволяет давать контраст между химическим составом материала и фоном. Вот. Мгм. Чаще даже помогает инверсия, постобработка в фотошопе. Этим занимается вот Сергей Ефимович Васильев из Северо-Восточного федерального университета. Мы с вашими физиками здесь работаем. Вот. То есть мы отфотографировали их еще в 14 диапазонах инфракрасного и ультрафиолетового цвета. Что дает? Дает возможность прочитать те знаки, которые мы раньше не видели. То есть даже сейчас могу сказать, что прочтение увеличилось на 15%. Мгм. И у нас сейчас некоторые слова мы читаем по-другому, чем то, как мы опубликовали их. Потому что самой краски там нет, остался след. Там не просто видно, да, след, там не видно. Ну, просто говоря, О, это буква или С. Вот дописана да, она в да, кольцо да, да, или да, не да. дописана она в кольцо. Нашим зрителям хотел напомнить, что с трудами, которые были оцифрованы здесь, с берестяными грамотами, можно ознакомиться на нашем сайте. Вот. Переходим к такой мысли. Есть ли, может быть, какая-то вот у вас, как у археолога, мечта заняться вот какими-то раскопками, неважно в какое время, в какой стране, ваша личная вот хотелка, я бы хотел здесь вот изучить и раскопать. Как бы ну, это не фантазия, это просто есть желание. Так. Ну, я специалист по археологии русского города. Так. И, в общем-то, все, чем я хочу заниматься, это культурным слоем русского города. Вот. И, конечно, интересно копать русские города Заполярья. У нас опыт такой есть. Мгм. Я вел раскопки в Пустозерске, это Ненецкий автономный округ. Был на Мангазее в этом году. Вот возобновляются работы, Георгий Петрович Визгалов руководит. Вот. А в Березове вел раскопки, в Енисейске вел раскопки, вот в Якутске. Ну, мне бы хотелось Зашиверск покопать. Мгм. Мне бы хотелось Люторский острог найти на Камчатке, Нижнекамчатские, Верхнекамчатские остроги посмотреть. Хотелось бы Анадырь найти. Вот Анадырь не найден до сих пор. Вот. То есть тот Анадырь, который мы знаем, это не тот Анадырь, который Дежнев основал. Это новый уже, да? Да, он перенесенный город. То есть Мгм. исторический и культурный Никто не слой. знает, где старый, Да никто не искал, на самом деле. Просто, но какие-то предположения у вас есть. Ну, я думаю, что не только у меня, там у всех археологов есть предположения плюс-минус. Искать надо. Тоже потому что далеко, деньги, да, все вот это Конечно, упирается. Конечно. А так бы хотелось бы Ну, найти. конечно. Ну, даже вот по Якутску, если говорить, хотелось бы первоначальное место острога найти. Ну да. Вам до сих пор его не найдено. Чего далеко ходить? То есть нет точной информации, где стоял старый острог. Ну, точно, археологически заверенный нет. Вот. Ага. Археологически заверенный Так-то нет. ходят толки, где Ну, он стоял. толки могут ходить какие угодно. Место где. Мгм. Конкретно границы, где точки там геодезические, где географические это. Мгм. Вот, возможно, он смыт, что большинство считает. То есть физически, возможно, вообще нет этого Мгм. места. Вопрос такой. Что происходит с археологией сегодня? Как археология развивается в России и в мире? Какие-то, может быть, вещи происходят, а мы не знаем даже, простые люди. Ну, происходит все, что происходит в остальных отраслях науки и экономики. Искусственный интеллект? Искусственный интеллект в ближайшее время все-таки в археологию может проникнуть, но он уже проникает. ГИС-система, конечно, есть. Искусственный интеллект, я плохо в нем разбираюсь, но думаю, что да, он будет везде. Вот. Но многие вещи он не заменит в археологии на данном Кусочки этапе. может сложить вот как раз. Да, вот это, наверное, да, кусочки. Не только геоинформацию об объектах археологии, может находить новые памятники археологии, прогнозировать их обнаружение. Мгм. Много чего. Опять же, по грамотам можно научить искусственный интеллект, машина-ленинг, чтению. Опять же, у нас говорят, вот искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это две технологии разные. Это машинное обучение и, собственно говоря, там Artifact Intelligence. Это разные технологии. Мгм. И, видимо, эти две разные технологии будут по-разному применяться в той же самой археологии. Потому что подбирать вот кусочки – это скорее машина-ленинг, так же, как прочтение берестяных грамот, что мы уже там делаем, пытаемся делать по песцовым книгам 17 Мгм. века, у нас специалист есть. Вот. Но все равно не заменишь. Геоинформационные системы точно будут использовать. Человека в археологии он пока не заменит. Ну, нет, он будет помогать человеку.
Он не заменит его нигде. Там, в медицине он его тоже не заменит. Ну, говорят, уже художников начинает заменять. Да, он заменяет дизайнеров, а не художников. Копирайтеров каких-то. Ну, это еще не художник, да, все-таки Я художник. вот перечисляю, кроме... Я понимаю, да, вот знаете, этот искусственный интеллект может подражать Ван Гогу и Мане, Мгм. но он не создаст что-то нового, пока не создаст человек. По крайней мере, на данном этапе. Тут другая угроза. Угроза в том, что зависимость от технологий приводит к деградации самого человека. Мгм. Потому что, чтобы быть творческим там, и интеллектуально развитым, нужно мозги напрягать. Если мы все будем доверять искусственному интеллекту, И не потреблять, а создавать. да, тогда, ничего хорошего, наверное, для человека это не будет. Мгм. Вот. А так, конечно, цифровые технологии – это геодезические приборы более точные. Это использование… Да, химия, современная химия очень здорово помогает для консервации. Мгм. Вот. Много что происходит. Но лопату пока ничего не Мгм. заменит. А какие вот сейчас прямо в России происходят суперинтересные раскопки, кроме ваших? Я не знаю, мне мои нравятся. Ну, вы явно знаете, что где-то происходят какие-то раскопки, В этом, может быть, году, коллег. в этом году наша организация под руководством Георгия Петровича Визгалова возобновляет работы на Мангазее. Это первый русский заполярный город в Сибири. В этом году продолжатся раскопки в Пустозерске. Это первый русский заполярный город. Был основан в 1499 году. То есть русские вообще первыми стали основывать города за полярным кругом. Мгм. Города именно. Вот, то есть вы не найдете ни одну больше страну, там, ни Канаду, ни Норвегию, там, ни Финляндию, у которых есть столько городов средневековых. Там, или Не ранних. деревенек, в смысле, а прям Да, городов. городов, Я понял. да, за полярным кругом найдите. Их нет. В Енисейске продолжаются раскопки интересные, продолжаются раскопки интересные в Красноярске. Ну, много где. Вот я надеюсь, что в Гежигинске продолжится на территории… Это Гежигинск – это Магаданская область, русский город, тоже 18 века. Вот. То есть, ну, много где раскопки ведутся. Насколько тогда, на ваш взгляд, уникален Якутский острог и то, что Да. вот под ним? Я бы сказал, что уникален не Якутский острог, а Так. культурный слой города Якутска. Вот. Потому что Якутский острог – это территория крепости. Там люди не жили, там велась служба государева. Мгм. А все движение шло в слободах и на посадах. В районе Троицкого монастыря, там, в районе вот, тех вот частей города, которые вдоль реки Лены Мгм. распространялись. В Якутске по письменным документам известно одно из крупнейших плотбищ, то есть верфей для строительства арктических судов. Вот где это плотбище? Потом тот острог, который мы копаем, ну, это порядка 4-е место его расположения. Да, был еще более, 4-е? более ранний, Мгм. который там смыло, да, из-за того, что его подтопило, вынули. Вот. Он не раскопан, то есть и не найден. Это в районе памятник основателям, ну, где-то в тех местах. Залог вот только в прошлом году начали так активно исследовать. Ну, шурфами, раскопок там крупных не было. Вот. Елена Соловьева копала в прошлом году тоже вот в районе Цирюли, 2 года раскопки велись. Там интереснейший материал. Вообще отличается от нашего. Вот. То есть, понимаете, в Якутске жило разное население. Жили русские, жили якуты, жили немцы на русской службе. И это все отразилось в культурном слое. Поэтому культурный слой города Якутска интересен. За счет мерзлоты он сохраняет органику. Здесь очень много импортных вещей, в том числе шелков китайских. Кстати, у нас китайский фарфор, крупная коллекция. Если бы не было берестяных грамот, я думаю, что это было бы главной сенсацией сезона. Что пожелаете юным ученым, тем, кому интересна археология, и те, кто вот сегодня вас послушал и сказал, все, берусь за лопату, иду искать Анадырь? Не браться за лопату, я советую. Ну, в том числе. Я могу посоветовать только одно. Неважно, какой наукой человек будет заниматься, если он выберет путь именно исследователя, надо читать. Ну, читать книги, все, неважно. Вы можете художественную литературу читать, фантастику. Вообще не имеет значения. Вообще очень многие ученые вдохновились научной фантастикой на исследования. Просто вот, то есть вот, ну, надо читать, а не за лопату браться. Надо работать мозгами, а не лопатой. Отлично. Там, глядишь, и Китежград найдем, и Атлантиду, и вообще все. Я благодарен вам, Иван, за сегодняшний с вами разговор. Еще раз желаю вам отличных открытий, побольше, пока что вот там, где вы работаете, побольше берестяных грамот. Вот. Напоминаю, что это подкаст «Творческие люди», и мы тоже всем советуем всегда читать.
очень много читать, и это позволит вам узнать больше, это позволит вам расширить свой кругозор. И не забывайте, что мы говорим здесь о культуре, искусстве, мы говорим с интересными людьми, и сегодня у нас в гостях был археолог Иван Фролов. Иван, спасибо Спасибо за приглашение. Творческие люди. Якутяне о культуре.